смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В России могут ввести знакомый многим сосногорцам отцовский капитал. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Полувековой юбилей. Библиотека поселка Нижний Одес принимала поздравления в честь юбилея и профессионального праздника. Безопасное колесо. Городская школа номер 3 на один день превратилась в экзаменационный пункт по сдаче правил дорожного движения. Уличная торговля. В этом году распределение мест будет проходить на конкурсной основе. В России может появиться отцовский капитал – субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Отцовский капитал не будет исключать материнский и станет дополнительной мерой финансовой поддержки. По словам авторов проекта, по своему размеру он будет сопоставим с материнским, а это почти 450 тысяч рублей. Реализовывать проект, скорее всего, начнут с Дальнего Востока. В число регионов первого этапа также, вероятно, войдет Калининградская область, Севастополь и Крым. Напомним, что в Сосногорске отцовский капитал уже давно зарекомендовал себя. Учрежден он был еще в 2009 году, и за 10 лет этой мерой поддержки воспользовалось 613 человек. А из бюджета района на эти цели направлено почти 16 миллионов рублей. Размер отцовского капитала составляет 25 тысяч рублей. Примечательно, что наш район стал первым и пока по сей день является единственным муниципалитетом не только в Коми, но и во всей стране, который оказывает поддержку в виде отцовского капитала. 1 июня в России, как и во всем мире, будет отмечаться Международный день защиты детей. И пока ребята готовятся к праздничным мероприятиям, взрослым следует помнить о том, что республиканским законодательством в этот день установлены ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Горячительные напитки нельзя будет приобрести в магазинах, однако ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, которой также предъявляются особые требования. Так, например, запрещена продажа напитков в объектах, не имеющих зала обслуживания посетителей. Упаковка должна быть вскрыта продавцом, а употребление продукции допускается только на территории объекта общественного питания. Во-первых, День защиты детей. Зачем? Это праздник будет всеобщий на площади. Дети все равно не должны же видеть в алкогольном опьянении. Допустим, тех же самых родителей. Случаев же много бывает. Праздник так праздник, чтобы дети не видели шатающихся людей. А кому надо, тот напьется. Все найдет. Свинья грязи найдет. Бесполезно, этим же людей не удержишь. Кто-то сегодня затарится, а кто-то завтра. Я отношусь отлично, потому что я не пью. А кто пьет, относится наоборот не отлично. За нарушение законодательства предусмотрена административная ответственность, штраф от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей на юридических. Добавлю, что в Республике Коми установлены следующие дни запрета продажи алкоголя: Международный день защиты детей, День молодежи, а также ближайшие за ним выходные дни – День семьи, любви и верности и День знаний. В понедельник, 27 мая, принимали поздравления с профессиональным праздником те, кто посвятил свою жизнь служению книге. Теплые слова в адрес библиотекарей звучали от благодарных читателей, коллег по отрасли и руководства. А библиотека Нижнего Одеса принимала гостей еще и в честь своего 50-летнего юбилея. Елена Двожик продолжит. Библиотека была и остается востребованным в поселке учреждением. Вот уже 5 десятилетий здесь соприкасаются прошлое, настоящее и будущее, мир книг и мир людей. Поселок нефтяников Нижний Одес был образован в 1963 году, а уже в 1969 на сессии поселкового совета было решено открыть библиотеку, что стало настоящим подарком для жителей. Для многих библиотека на долгие годы стала настоящим другом и помощником, и это не пустые слова. Елена Козлова является постоянным читателем библиотеки вот уже 45 лет. Приехав в 1974 году в Нижний Одес, первое, что она сделала, записалась в библиотеку.
В день юбилея она не смогла остаться в стороне и пришла поздравить работников с юбилеем учреждения. Оставаться такими же энтузиастами библиотечного дела. Девочки, они именно любят свою профессию, любят книгу и могут дать и совет, и, значит, любые пожелания, найти любую книгу, в которой нуждается человек, изучает интересы, вкусы нас, читателей. И поэтому сюда хочется приходить и расширять свой кругозор, интеллект повышать. Меня сейчас еще очень радует, что я же постоянный читатель. И вот я встречаю детей, подростков, девочек, юношей, которые вместе со мной также приходят, выбирают книги. И постоянные читатели. Меня это так радует, потому что, думаю, все-таки библиотеки будут. Библиотека вносит свой вклад в культурное развитие поселка и сегодня. В настоящее время книжный фонд учреждения составляет около 30 тысяч единиц хранения. Фонд ориентирован на читателей разных возрастов, уровня образования и рода деятельности. Кроме всего прочего, библиотека уже давно стала площадкой для различных объединений по интересам. Например, клуб «Одуванчик», который вот уже 34 года объединяет в своих рядах любителей дач и огородов. Вы знаете, что тогда было такое время, с продовольствием было трудно, и предприятия, да и по стране стали давать 6 соток. Вот, а люди-то не все умеют выращивать овощи. Поэтому этот клуб сыграл большую роль. Тогда плохо было и с семенами, и информация не очень такая обширная была. Работники библиотеки всегда подбирали материал. Собирались мы, конечно, только зимой, летом все на огородах работали. Осенью, собирая урожай, приносили плоды своих трудов, делились опытом приготовления, закруток. Интерес к такому общению на базе местной библиотеки не иссяк и сегодня. Коллектив клуба состоит не только из ветеранов, но и пополняется новыми участниками. А благодаря клубу землячеств в библиотеке стала активно развиваться выставочная деятельность. Библиотека тесно сотрудничает с различными организациями и учреждениями поселка. В день празднования юбилея слова благодарности звучали от школ и Дома культуры, от интерната для престарелых и инвалидов, от общественных объединений и представителей местных властей. А Нижнеудовская школа искусств даже приготовила специальный музыкальный подарок. От муниципалитета в честь золотого юбилея библиотека получила сертификат на приобретение мультимедийного оборудования. Директор Центральной библиотеки Марина Тихая пожелала нижнеодесцам не останавливаться на достигнутом и смело смотреть в будущее. Всероссийский день библиотек – это праздник читающих людей. Поэтому в этот день хочется всем нам пожелать как можно больше встреч с интересными книгами, с интересными людьми, чтобы люди приходили в библиотеку. И сегодня, в честь юбилея Нижнеудовской поселковой библиотеки, мы еще раз убедились, что людям библиотека крайне нужна, что здесь приходят сюда приходят, вернее, не только за книгами, но прежде всего за общением. Здесь раскрывают свои таланты, иногда сами для себя очень неожиданно понимают, что они очень раскрываются именно в библиотеке. Поэтому всем хороших книг. В этот день все говорили спасибо работникам библиотеки за их теплоту и приветливость, за особую атмосферу, благодаря которой в библиотеку хочется приходить снова и снова. Из поселка Нижний Одесс Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сегодня третья Сосногорская школа на один день превратилась в экзаменационный пункт по сдаче правил дорожного движения. Юные инспекторы из всех школ города показали свои знания и умения в муниципальном конкурсе.
«Безопасное колесо» – это ежегодный фестиваль с испытаниями, который проводят среди юных инспекторов дорожного движения. В нем участвуют добровольные отряды школьников, которые ратуют за безопасное поведение на дорогах. Всего 5 команд. Перед началом с напутственной речью к ребятам обратилась инспектор ГИБДД. Надеюсь, что вы покажете прекрасное вождение на велосипедах, знание правил дорожного движения, не допустите грубых нарушений, как на безопасном колесе, так и, в принципе, на улицах города. Капитанам команд раздали маршрутные листы, где по порядку расписаны все пункты. Программа мероприятия включала в себя 5 станций и творческий конкурс. Так, например, участники команды 3-й школы подготовили визитку с песнями и стихотворениями на тему безопасного движения. Свое объединение ребята назвали «Светофорики». Мы знаки дорожные, понятные, несложные. И каждый из нас говорит: попрошу меня не трогать, я же главная дорога. Мне дорогу уступите, транспорт мой вперед пустите. И не ссорьтесь, как друзья, все главнее, понятно я. Тормози чуток, подруга, ты важна, ты я главней, я перевожу людей. Но главнее всех, заметьте, это маленькие дети. За детей в ответе я, не главнее меня, друзья. Ха-ха-ха, вот эта шутка, самый главный знак, малютка. Детям на шоссе не место, и без вас машинам тесно. На станции знания основ оказания первой помощи в медицинском кабинете ребята показывали все то, чему уже успели научиться. Например, как делать искусственное дыхание потерпевшему. Надо сделать 5 циклов. 1 цикл, 2 вдоха и 30 раз нажать. Большие пальцы должны смотреть на подбородок и на пупок. Пожалуй, самый важный из всех этапов – фигурное вождение велосипеда. Участники соревнований продемонстрировали свое умение в переносе предмета, слаломе, змейке и в проезде под перекладиной. Подобный конкурс прививает уважение к правилам дорожного движения, способствует повышению дисциплины и сплачивает участников. У них развивается командный дух и умение работать в коллективе. Когда мы выступаем, мы, может быть, чему-то новому учимся. Рассказываем другим детям, чего нельзя делать, что можно делать на дорогах. Рассказать им, как они должны себя вести на дорогах. Капитан команды 5-й школы уже не первый раз участвует в этом конкурсе. Как рассказал мальчик, все это потому, что в будущем он хочет стать полицейским. Я решил сюда поступить, потому что я один из лучших, тех, кто знает правила дорожного движения и хорошо все запоминает. Я знаю много знаков и очень резкий. Я умею кататься на велосипеде, соблюдать правила движения и всем рекомендую сюда пойти. Участникам, прошедшим все испытания водительских прав, конечно, не выдали. Зато призовые места – тоже хороший стимул. Но кто бы в этот день не стал победителем, итог один. Все уроки и полученные во время подготовки к конкурсу знания проверены на практике. А это значит, что на дорогах станет безопасней. К слову, победителем безопасного колеса стала школа номер 3. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. С приходом лета горожане ждут появления овощных и фруктовых палаток сезонной нестационарной торговли. В этом году распределение мест будет проходить на конкурсной основе. С 24 мая объявлен конкурс предоставления свидетельства на право размещения нестационарной торговли в весенний и летний период. Конкурс у нас объявлен на 21 день по 14 июня. Рассмотрение конкурса будет 17 июня. Информация размещена на официальном сайте администрации муниципального района Сосногорск, странице ВКонтакте. Также у нас есть группа поддержки малого бизнеса, там тоже имеется эта информация.
Всего, по словам Светланы Рубцовой, для нестационарной торговли выделено 13 мест в 6-м микрорайоне на улицах Восточной и Молодежной. В то же время администрация готова рассмотреть предложения предпринимателей по размещению торговых палаток и в других районах города, по их заявлению. Только с подачей документов стоит поторопиться, поскольку по условиям конкурса необходимо предоставить справки об отсутствии задолженностей перед налоговой инспекцией и ФСС. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, в последние дни месяца в Сосногорске будет относительно тепло. 30 мая ночью +1–3. Днем столбик термометра задержится на отметке +11 градусов. 31 мая ночью +5. Днем 12–14 градусов тепла. Уже в эту субботу, 1 июня, в 12 часов в «Горизонте» состоится театрализованное представление для детей «Приключения Незнайки в волшебной стране». Вход свободный. А в воскресенье на базе конно-спортивного клуба «Фортуна» пройдут показательные выступления, приуроченные ко Дню защиты детей. Наездники продемонстрируют навыки управления и преодоления препятствий. По окончании соревнований желающие смогут покататься верхом. Начало в 11:00. А у меня на этом все. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. Всего доброго и до свидания. Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача. Уважаемые жители Республики Коми, 3 июня в нашей республике будет отключено аналоговое телевещание. Еще есть время, чтобы настроить ваши телевизионные приемники на цифровое телевидение. Настройся на цифру сегодня, чтобы не остаться без телевидения завтра.